Шмат гаворыцца пра ролю бацькоў у вырашэнні канфліктаў, дапамозе дзецям, але ў той жа момант, дзе тая мяжа паміж выхаваннем і гвалтам з боку бацькоў, гэтак залішнія прэтэнзіі да адзнакаў, да паводзінаў. Што рабіць, калі чалавек сутыкаецца з гэтым кожны дзень і фактычна губляе веру в сваіх нават самых блізкіх людзей? Любая ситуация, когда ребенок испытывает эмоциональное давление, когда нарушается течение его эмоциональной жизни, называется насилием эмоциональным. И оно очень разнообразно. Это система запретов. Там ты не можешь смотреть телевизор до тех пор, пока ты не исправишь оценку, условно говоря. Ты не должен общаться с кем-то из своих сверстников. Не пускают ребенка там, в компании, не пускают к друзьям, холодность родителя по отношению к ребенку, нежелание выслушать проблемы ребенка, всевозможные угрозы, всевозможные запреты, излишняя критика. В общем, очень широкий спектр проявления эмоционального насилия. И надо сказать, что такие дети очень испытывают очень серьезное давление. Да? Дети становятся замкнутыми, дети стремятся быть в одиночестве, обычно у них преобладает такое грустное, подавленное настроение, у них проблемы с социальной адаптацией. Это может влиять и на физическое состояние ребенка. Иногда дети жалуются на боли в области живота, на боли в области сердца. Могут возникнуть неврозы, формируются мифы, деструктивные установки и мифы, такие как, например, родитель всегда прав. И ты должен любить родителя, но его любовь ты должен заслужить. Ты должен реализовать все то, о чем мечтал родитель и не смог этого сделать. Часто родители излишне критикуют ребенка за то, что он, по их мнению, недостаточно хорош, недостаточно успешен, а у ребенка, возможно, просто нет способности выучить 3 иностранных языка или установить какой-то спортивный рекорд. Но это мечта родителя, он ее транслирует ребенку и требует, чтобы он исполнил то, что в детстве не удалось ему. Что тут можно сделать? К сожалению, ресурсы у ребенка очень невелики. Ребенок один и маленький, родители взрослые, их 2. Поэтому как-то противостоять ему очень сложно. Хорошо, если есть любящие бабушки, дедушки, тети, дяди, которые дадут ребенку ту поддержку, ту теплоту, которая ему нужна. Потому что дети, которые подвергаются эмоциональному насилию, очень часто привязываются к посторонним людям, которые высказали им хоть минимальное какое-то внимание и подарили какую-то теплоту. Очень хорошо, если есть семьи, родственников, либо друзей, где несколько иная модель поведения. Очень важно, чтобы ребенок видел, что вот такая модель семейных отношений, она не единственно возможная. Потому что есть тенденция передавать вот эту модель из поколения в поколение. И велика вероятность того, что ребенок, выросший в атмосфере эмоционального насилия, создаст для своего ребенка точно такую же атмосферу. Изменить вот этот паттерн очень сложно, потому что для этого нужно осознание родителям пагубности своих действий, а это влечет к изменению ценностных ориентаций, а это, в свою очередь, очень важная структура личности, и разрушить ее сложно. Поэтому, да, проблема серьезная, решать ее сложно, если у ребенка нет поддержки. Но я бы советовала обращаться к психологу в первую очередь, потому что он сможет разрешить эти проблемы, не нарушая родственных связей.